Sabah hayır olsun saygılı seyirciler. Büyük Haviyez'le karşılarım bugün Musafir Tiraspol kasabasından talantlı anılmış Gagauzyan türkücüsü Dmitri Kadın. Sabah hayır olsun Dmitri. Hayır olsun. Nasılsın? İslayım yavaş yavaş. Şükür ederim hani bugün geldin bize GRT kanalına sevinirim. Ben şükür ederim hani kabul ediyorsunuz. Kapınız açık her zaman. Ben bütün Haviyez'le size geleyim. Sevgili seyirciler, bugün güzel bir konuşmamız olacak. Sevindirici sizi yeni Diman türkülerinin güzel bir prezentasyonu olacak. Dmitri'nin ilk albumu yüzeye çıktı. Kutlarım seni bugün Dmitri. Çok sağ olasınız. Bu güzel olayla. Hem de Dmitri 35. yıl dönümünü nişanladı. Güzel bir konserden. Konserde geldi onun dostları. Bugün de konser için laf edeceğiz. Hem konserde oldu bu güzel prezentasyon. Da. Öyle kutlarım seni. Başlayalım. Başlayalım. Bilirim hani Dimas'ta laf etme Rus dilinde ya da Gagauzcam laf edeceğiz. İsteyim Rus dilinde, hani isteyim göstermeye onu yerinde. Dostlarına, kim Rusça sadece biliyor. O zaman tabii презентацию yapacağım sana Rus dilinde. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях студии Нигюн, солист оркестра МВД, артист хора Приднестровья, руководитель ансамбля Драйв, отличный работник культуры и просто талантливый артист Гагаузии Дима Кадын. Табрик Ецеремнером. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий отметил свой 35-летний юбилей в прекрасном кругу друзей, в роскошной концертной программе, презентовал свой новый альбом. Дима, знакомь нас с этим альбомом. Пожалуйста. Это мой первый сольный альбом. И в него вошли 16 треков. Здесь есть песни, которые мне писали, есть песни, которые написал я. И вот так, то есть получилось. Получилось. Но это на самом деле определенный успех. Это первая работа, куда вошли, по-моему, не все твои работы. И мы их еще увидим и в программе, и на канале ГРТ. Давай расскажем, как прошел концерт, как ты к нему готовился и насколько это было важно для тебя. Был важный, потому что я долго к этому шел, даже 5 лет это стабильно, которое я хотел сделать. Так получалось, что-то входило, и я не мог сделать этот концерт, сделать эту презентацию. И когда уже в этом году решил, тем более акцент, мне просто в голову сначала не приходило, но я так именно хотел, чтобы это было на свой день рождения. В голову не приходило, что у тебя юбилейчик, 35 лет? Да, в этом году 35, и я так хотел, чтобы это было такой мне подарок, грубо говоря, скажем, такой приятный был для меня. И концерт готовился, можно сказать, с января месяца, но об этом практически никто не знал. В марте я уже начал разговаривать с человеком, который организовал мне полностью сценарий, полностью концерт. Заслуженная артистка ПМР, это Оля Прохорова, ее везде знают, она и везде снимается. Вот. И я ей начал рассказывать, что я хочу, свои желания, идеи, свои видения, да. И она услышала, говорит, давай через полмесяца мы сядем конкретно над программой. Мы начали работать усердно, и вот с Божьей помощью со всеми очень много людей отозвались, помогали. Даже те люди, которые я не ожидал. Но концерт состоялся здорово. То есть. Я знаю, что твои друзья, артисты из Гагаузии, приезжали тебя поздравлять вместе, быть с тобой в этот замечательный день. Для меня это была огромная честь находиться, то, что он приехал, и плюс еще приехал не один, а вместе с Колой Сеслеры, Виталий Манжул. Огромное спасибо за поддержку. Это была действительно огромная поддержка. Я до последнего переживал, чтобы все получилось, потому что всякое бывает в жизни, и чтобы все получилось. Ну, надо отметить, что Виталий Манжул всегда поддерживает молодые таланты, перспективные, успешные, дает определенные наставления, и сам вот всегда в этой кипящей жизни культуры. Да. Он,
для меня это была большая честь. Так что огромное спасибо за поддержку. Какие песни впервые прозвучали на концерте? Всегда первое выступление, презентация, это всегда очень значимо, очень немножечко, может быть, даже суетливо, волнительно. Это было очень волнительно. Я очень переживал, потому что когда я очень много на сцене с разными группами, да, с оркестром, с хором, но это, вы знаете, когда кто-то ответственный за этот концерт, ты не столько понимаешь столь важность и столь ответственности этого мероприятия. А тут все зависело от меня, от нас, от команды, которая создался на тот месяц, на этот год, на то время концерта. Концерт длился 1,5 часа 40, но каждый момент, каждая песня, она имела эксклюзивный выход. Это была изюминка каждого участника. У меня мурашки, потому что я так хотел вот как вы говорите, что какие новые. Для нашего региона это было такой первый сольный концерт, большой концерт одного человека. И я очень переживал, чтобы фраза «упасть лицом в грязь» или там, то есть то Всё уровень, который... на высоком уровне. Да, чтобы это было когда есть достойная команда, просто есть, хорошо. Да. И многие песни для нашего региона было впервые услышаны. Потому что я свои песни и в оркестре «Ватра» пою, и в других местах пою свои песни. Но это не так слышимо. Но когда ты выходишь на концерте, презентуешь эту песню, каждую песню, для людей это было, да, как будто вот они первый раз слышат. Была одна презентация новой песни «По волнам». Это прямо свежее, потому что эта презентация была только на сцене. И который, кстати, не вошел в альбом, но мне так... войдет следующий. Да, мне так и сказали, что это значит на то, что будущее, то есть на второй альбом. То есть уже первая песня. Я не знаю насчет второго. Да. Все будет, главное Я не желание знаю, и стремление. Так именно столько волнений, столько переживания. И так же, как и для нашего Гагаузии, многие песни, например, да, звучат на радио. Но я уверен, что если выходишь на сцену для людей, это каждый раз как будто новое, потому что мы по-новому, мы даем, все по-другому звучит. Это очень было здорово, это очень было кайф, я скажу какими-то такими словами. Это было настолько кайф. И мне многие спрашивали, как концерт. Я говорю, я концерт вообще не помню. Я смотрел уже, наверное, вот видео концерта. По итогу я смотрел, наверное, 3-4. Но мне не верится, это, во-первых, потому что я сколько раз говорил с командой, они говорят, все прошло даже не просто хорошо, а отлично. Но мне не верится до сих пор, что мы это сделали. Не я, а мы сделали, потому что я без помощи, даже без поддержки вас, без поддержки каждого, кто принимал участие, этого не состоялся. Но, не знаю, мне очень понравился. Дим, твою работу знает гагаузский зритель, знает гагаузский слушатель. Тебя на сцене мы видим, может, не часто, но всегда с огромным удовольствием, потому что Спасибо. ты насколько умеешь зажигать, насколько умеешь держать публику, просто ты, такое впечатление, что публика недалеко от тебя, то есть ты вместе с Я хочу просто гостями, поделиться этой энергией. с любителями твоего творчества, поэтому ты всегда подходишь на высоком уровне к своей работе, и потому я уверена, что концерт прошел на высочайшем уровне. Я предлагаю сейчас телезрителям вместе с нами посмотреть новую песню «По волнам». Давайте.
океан накроет нас головой и смоет печали, унесет нас по волнам туда, где мы с тобою вместе встречали закат, рассвет и теплый ветер перемен. Ты не спеши, лови момент, ведь ничего важнее в жизни нет. Ты мой маяк, я плыву, не жалея сил в руках, и все ближе к твоим берегам несет океан. По волнам, по волнам, по волнам, сквозь метели и грозы, и злые морозы. Там, где-то там мы найдем свой причал, как бы ни было сложно. Там, по волнам, сквозь метели и грозы, и злые морозы. Там, где-то там мы найдем свой причал, как бы ни было сложно. Скажи мне, где же мой компас? Это океан, будто космос, и в отражении звезды помог мне найти то, что отыскать непросто, то, что прячет бури и грозы. Но я не сойду с пути, нет, я не сойду с пути. Меня ведет сейчас этот мотив, и от него мне никак не уйти. Эти рассветы, эти закаты, где мы сочиняли наши мечты. Я знаю, что найдем мы счастье свое, по-любому точно найдем. И мы к нему плывем, к его берегам нас течет океан. По волнам, по волнам, по волнам, сквозь метели и грозы, и злые морозы. Там, где-то там мы найдем свой причал, как бы ни было сложно. Там, по волнам, сквозь метели и грозы, и злые морозы. Там, где-то там мы найдем свой причал, как бы ни было сложно. По волнам. Спасибо. Отличные моменты в жизни, да, когда зритель оценивает, дарит цветы, аплодисменты, полный аншлаг. Ожидал? Я не ожидал, в первую очередь, потому что ну, свое творчество давно я показываю в Приднестровье, но почти по тысяча мест зал, и это главная сцена Приднестровья, и очень было волнительно, чтобы заполнить зал. Концерт был только по пригласительным билетам, билеты были бесплатные, но все равно очень волнительно было, что заполнится ли этот зал. Но оставалось 2 недели до концерта, мне звонили, мне писали, что билетов нету, как можно достать, где можно найти. Можно ли второй концерт организовать, либо расширить зал? Да? Это уже мне сказали, что после концерта очень многие ждут, что действительно на следующий год, чтобы сделать в году 2 концерта. В начале года и под конец года. То есть опять же в Тирасполе. Желание провести у себя на родине, в Гагаузии есть? Огромное. Я даже не могу показать это желание, потому что нуждаюсь всегда в каждый человек, я думаю, нуждается в поддержке. И очень здорово, даже в этом концерте приехали наши с Гагаузии с поддержкой. То и Виталий Манджул с Колай Сеслери, был наставник мой, лучший друг, я не знаю, мой человек, который всегда я искал, не то что искал, а брал пример. То есть человек примером для меня является и являлся.
Иван Стамов, и он, когда запланировал концерт, кроме него как ведущего, не виделось перед глазами. Мне кажется, вы как раз на одной волне с Иваном. И вот мы просто очень много работали вместе, очень много концертов, и я, в принципе, понимал, на какой уровень примерно шагать и что сделать. В гостях на концерте у меня была еще Мария Семенова. Очень огромное спасибо за то, что Начальник приехала. управления культуры Гагаузии, Да, и приехала, и поддержала. Это очень было приятно увидеть своих же людей в зале, на сцене. Это, и я с таким огромным удовольствием когда хочу... своя кровь, свой народ, своя нация тебя поддерживает, это дорогого стоит. Так, в голове где-то у меня сразу возник погастролировать, наверное, да, по нашей чудесной Гагаузии. Я с удовольствием. Вот 2024 Отличная год. идея, я думаю, что получится. 2024 год вот с такими силами, конечно же, с помощью. Так что я думаю, это получится. Обязательно, когда есть желание, мечты обязательно материализуются. Я думаю, что у такого энергичного, талантливого человека, талантливого артиста обязательно все получится, конечно, при поддержке. Спасибо. И хотелось бы еще, чтобы вы раскрыли скобочки, рассказали о новых песнях, которые прозвучали на сцене в праздничный юбилей. Песни практически, то, что я вам уже говорил, что есть песня «По волнам», которая прозвучала, да, и была презентация нового клипа. Песню многие слышали, песня про маму. Это было тоже эксклюзивчиком, вишенкой прямо на концерте, то есть презентация самого клипа. Многие песни для людей, которые находились на концерте, были новые, потому что песню «Косметли» никто не слышал. Есть песни, которые здесь в альбоме не вошли в концерт. То есть, скажу я, да, его слышали, но видели впервые, то есть на концерте уже, полным составом, танцевальными ребятами. В поддержку всегда идут это «Экспрессия», самые любимые мои. Замечательная «Экспрессия», которая к нам приезжала не раз на наши концертные программы, праздничные, новогодние. «Феерия», которые приезжали на новогодние, это «Феерия». Участвовал еще в программе заслуженный ансамбль «Ватра» танцевальный. Майк Тед с Артемом Баркарем. Вот ребята, которые я имею очень много работы с ними, потому что вот они написали песню «По волнам», и еще есть песни, которые сейчас они уже почти реализовали для меня. Но с Артемом мы уже сотрудничаем, наверное, больше 10 лет, потому что он является звукооператором, который мне пишет, я у него пишу песни, записываю. И плюс он же является бэк-вокалом в моих песнях, от которой я тоже хочу огромное спасибо сказать, потому что это тоже такая изюминка, такой подход к каждой песне. Дим, новый клип «Мама». Да. Мама – самый дорогой в мире человек для каждого. Мама подарила жизнь, мама с нами, и сколько лет находится мама с нами, мама живет, столько мы себя ощущаем детьми, несмотря на то, сколько нам лет. Я знаю, как трепетно ты относишься к своей маме, видимо, ты ей посвятил эту песню. Да. Расскажешь об этой песне, кто автор и вот историю этой песни? И клипа. История этой песни началась очень давно. Я так хотел, чтобы у меня в своем репертуаре была песня про маму. Замечательно. И я очень долго к этому шел. Наверное, год-полтора я пытался, искал вот это внутреннее состояние, внутренняя часть души. Это каждый раз, когда я уезжаю, мне мурашки, у меня слезы, потому что я знаю о тех моментах, которые в жизни никогда невозможно повторить.
И я знаю, пытаюсь когда мы ловить уезжаем это. из дома, каждый раз хочется вернуться и знать, что тебя ждет мама, которая встретит тебя. Да, и когда она подойдешь, обнимешь и провожает, поцелуешь ее. и как она провожает, как она встречает. Тебя всегда дома ждут. Это очень важно, это очень волнительно, это очень вдохновляет тебя, вдохновляет на новые дела, на новые горы, свершить что-то, что-то Я бы даже хорошее. сказала, благословляет. Мама. Да. И 1,5 года у меня ничего не получалось. И я ехал с Тирасполя, ехал домой. Домой в Баурчи? В Баурчи, да. И получилось так, что вот за один миг песня появилась за 10 минут. Я включил быстренько диктофон, все записал. И я очень боялся пугать самого себя. Когда приехал, я работаю аранжировщиками Сергей Карай, сейчас работаю с Сережкой Тумба. Вот с Сережкой Карай, когда я приехал, уже обратно, когда приехал в Тирасполь, я ему показывал скелет этой песни. И в тот же мелодию со словами. То есть я сразу напевал, потому что у меня где-то была уже припев, я пытался куплетами разобраться, у меня так никак не получалось. И вот оно как-то на одном дыхании. Я всегда записываю на диктофон свои новые какие-то идеи, какие-то мысли, какие-то 4-стиши или 4 строчек, которые уже какая-то песня рождается в голове. Иногда даже одна фраза достаточно, чтобы состоялась уже определенная работа. И Сережка взял и начал работать. И так и песня появилась. Но я когда писал, я так хотел, чтобы в песне мама доставляла улыбку, доставляла вот эту радость, потому что мы едем домой, у тебя открыты двери, вот эти щеки, вот эти руки, глаза, наполненные слезы радости, которые сын приехал, дочь приехал, дети приехали. Это очень дорого стоит. Я так хотел, чтобы это была песня благодарственная родителям, мамам, но в позитивном. И в итоге получилось, что каждый раз, где бы я не исполнял, я не могу его исполнить. Я не могу его завершить, я не могу его исполнить до конца. Почему? Слезы, горло, голос, это все сразу невозможно. Не знаю. Я вот сколько на концертах, я его до конца так и не исполнил. То есть в конце припев оставляю, чтобы люди услышали, представили, окунулись в эту атмосферу. Да, каждую свою историю, каждый свой момент счастья, жизненные моменты. И вот так песня получилась. И когда клип снимал, мама у меня уже взрослая, но мам, надо вот это сделать, надо вот это. Она далеко от этого. Она в детстве когда-то пела, плюс еще, когда работали, они еще молодыми были. Но в клипах как и что, она не понимает. И видеооператор рассказывает, вот это надо сделать, так надо сделать. То есть мама принимает участие в клипе? Да, и вот клип получился просто, для меня это получилась история, которую я могу показать своим детям. История твоей семьи, история да, твоя история. Я думаю, даже в Гагаузии я могу каждый человек может это показать своим детям, мамам, оставить след. Вот мы оставляем вот это все нашим детям. И, конечно, мы переносим это все в наше будущее. Потому что если ты не будешь гордиться своим достижением, которое, конечно же, в пользу должно быть, то это так и должно быть. Я уверена, что мама гордится успехами своего сына и с удовольствием приняла участие в клипе. Я думаю, что для нее это единственная, первая и, возможно, не единственная работа, но думаю, что получилось, потому что маме невозможно играть любовь. Мама любит, мама безгранично отдается всецело своим детям. Ой, мы столько в конце, мы не могли завершить даже этот клип, потому что столько мы плакали, когда я говорю слова благодарности.
есть момент. И мы столько плакали вдвоем, друг на друга смотрим, и мы плачем, потому что слезы счастья мама невозможно говорит, скрыть. все, хватит, все, не надо снимать. Я говорю, мам, надо, потому что я тут говорю слова благодарности за за то, что ты есть у меня. И вот мы, наверное, полчаса, дублей 6-7, мы просто плакали друг на друга. Я начинаю говорить, и все, в слезы. Как зовут маму? Паша, Прасковья Васильевна. Прасковья Васильевна. Мы вместе сейчас со всеми телезрителями, вместе с вами посмотрим новый клип, который посвятил ваш любимый сын вам. Прасковья Васильевна. О многом хочется сказать тебе, родная. Я знаю точно, ты поймешь всегда меня. Дороже нет тебя на свете, мама. Ты самый добрый, самый близкий человек. Мама! Мама, я громко твое имя прокричу. Мама, я ничего с собой поделать не могу. Мама, сегодня я тебе сказать хочу, как сильно, мама, я тебя люблю. Своим ощущаю теплоту твоих ласковых рук, и от горя сберечь обещаю, чтоб не знала ты бед и разлук, чтоб от счастья сияла улыбка, и все реже грустили глаза. Я душой всегда рядом с тобою, любимая мама моя. Я громко твое имя прокричу. Мама, я ничего с собой поделать не могу. Мама, сегодня я тебе сказать хочу, как сильно, мама, я тебя люблю. Я громко твое имя прокричу. Мама, я ничего с собой поделать не могу. Мама, сегодня я тебе сказать хочу, как сильно, мама, я тебя люблю. Сказать спасибо за то, что жизнь мне подарила, за то, что меня воспитала, за то, чему меня научила. Мама, я громко твое имя прокричу. Мама, как сильно я тебя люблю.
Дмитрий, прекрасная, замечательная работа. На самом деле она останется и в памяти в вашей семье, и в копилке гагаузской эстрады. Вот. Если вернуться и поговорить еще о концерте, на котором звучали еще и гагаузские песни Да. на гагаузском языке, хотела бы, чтобы вы рассказали. Концерт был по блокам. Изначально были такие песни, русские песни. Потом разделился на гагаузский блок. В концерте было 4 гагаузских песен, потому что все гагаузские песни, очень, мне тогда не надо было 2 часа концерта, а надо было, наверное, 4. Вот. И в гагаузском блоке прозвучала песня «Косметли», которая впервые для нашего региона была, то есть новая песня, которая для нашего региона. Песня, которая тоже вошла в ансамбль «Ватра», которой я являюсь тоже солистом. И ребята, мы поставили эту песню на ансамбль, и очень здорово исполнять свои песни с оркестром. И на эту песню в планах есть даже клип снять. Мы уже работаем над сценарием. Я думаю, что если не в этом году, то в следующее начало года мы начнем прямо вот работать с этим клипом, с этой песней. И в завершении, конечно, были современные песни, которые прямо самые свежие, самые новые песни самого концерта. Türkiye kısmetli sen mi yazdın? Senin mi lafların? Нет, я слова Елены Макану, песни, многие песни у меня, которые вошли и в альбом, и которые я исполняю, которые нету в альбоме, является автором слов Елены Макану. Огромное спасибо, Леночка. Это, я не знаю, я так хотел тоже, чтобы она присутствовала на концерте. И музыку написал я, и аранжировку сделал Сергей Томба. Это человек, с кем я сейчас именно контактирую, и мы делаем новые проекты. Есть впереди, кстати, уже почти готовая песня, но пока название... эта песня, в принципе, песня всегда про любовь. Про любовь своим половинкам, про родителей, про наш замечательный Буджак, про Гагаузию, про родину. Все начинается с любви. И так приятно доставлять это родину там, где ты находишься. И когда Косметли спросили, о чем песня, я говорю, счастливый. Вроде, да. И было прямо вот гордость, то, что я это счастье ношу. Где бы я ни находился. Ношу в себе и делюсь со своими любимыми друзьями, со своими поклонниками. У меня, кстати, нету разделения, там я или здесь. У меня маленькая Гагаузия там. Отлично. Я большой радостью, душой, я так ношу гордо, это то, что я гагауз, и я представляю гагаузские песни. И опять же возвращаюсь к концерту, который был блок, и было... Очень, кстати, много в зале было гагаузов. Многие отозвались, которые живут там. И после концерта благодарили, разговаривали на гагаузском. Если бы я вышел в фойе, я не мог выйти, потому что очень многие подходили с диском, фотографировались и оставлял какие-то даже надписи, пожелания. Ой, это было для меня так и приятно, и я не знаю. Значимо, чувство гордости, конечно, это первая работа, которую можно включить и послушать. Включить и послушать. Многие отправляли, что вот слушают, особенно гагаузы, отправляли, что нам так эти песни понравились, мы слушаем до сих пор. То есть отправляют видеоролики, это так как они включают в своих машинах песни. Очень приятно. Косметли в переводе «счастливый». Sen kendini kısmetli duyarsan mı? Я очень счастливый. Ben peki kısmetliyim. У меня есть все в этой жизни. Я просыпаюсь, я хочу улыбаться и дарить эту улыбку даже тем, кто вокруг грустный. И мне очень больно, когда я вижу людей, которые о чем-то постоянно, каждый день, трудности, они всегда будут и есть. Мы шагаем каждый день с этими трудностями. От этих трудностей никуда не убежать.
Но если ты чувствуешь себя счастливым, если ты чувствуешь в окружении даже самого себя, если ты сам себя не сделаешь счастливым, настроив себя на эту волну, то это не получится. Я всегда хочу и так чувствовать, хочу подарить это счастье. Ben pek kısmetliyim. Bugünkü günde bu yaşama yetiştim. 35 yaşında ben söyleyeceğim hep yani. Ben pek kısmetliyim. Anama, aileme, bu büyük в окружении, кто вокруг меня окружает. Есть люди, которые окружали. Я всем желаю просто быть счастливым. Просто попробовать улыбнуться. Ne kadar kısmetliysin kendin, o kadar daha da çok kısmetli insan senin yanında bulunur. Öyle ben bilirim hani sen herkesten paylaşırsın kendi duygularından, kendi sıcak canından. Teklif ediyorum şimdi hepsimizi birlikte bakalım yeni türkü. Kısmetliyim, hadi bakalım. Kısmetliyim. Yoldan gitmen çok vakit geçirilir şaka. Bu sevdanın bir yok, elim olur var başka. Şeker gibi hem nazlı, o senin dudakları. Sadece bir yıldızı, can yerinde takayı. Şunlar altın yüzükler, biri güneş biri ay. Kader götürsün rüzgar, şodra gelsin dost olay. Aman da bu yüzükler, lafsız içilir şanlı. Olacağım bana kısmetini sen taşı. Ne güzel bu bağlama. Bir yaz gülün kıstanlı, kendisi de bir çiçek. Kırk ayına bir canlı, olsun çömür bir çivrek. Şunlar altın yüzükler, biri güneş biri ay. Kader götürsün rüzgar, çodra gelsin buz dola. Aman da bu yüzükler, lafsız içilir şanlı. Olacaksın bana, kısmetimi sen taşı. Dima, güzel konser oldu. Sanırım ki istersin şükür etmeye. Hatta hepsinde kim sana yardımcı oldu. Buyur. Хочу огромное сказать спасибо всем, те, кто окружал, все те, кто принимал участие на концерте. Я не могу выразить это огромное, насколько оно большое. Я хочу просто всем сказать огромное спасибо. Дворец Республики, огромное спасибо всем. И все те, кто пришли, поддержали и насладились. Телевидение, радио, вещание, наше телевидение, которое сдалека меня поддерживало, я знаю, и принимал сообщения. Огромное спасибо за каждый раз, за ваши открытые двери. То, что мы можем доставить людям, показать наше творчество, показать над чем мы работаем, на то, что есть у нас в душе, и то, что хочется работать, хочется показать. Огромное спасибо. Низкий вам всем поклон.
Спасибо. Дим, ben de bütün candan, bütün yürekten isterim söyleyeyim hani biz kısmetliyiz hani bizde var öyle talantlı insanlar nasıl sen, var öyle talantlı türkücüler, anglar çıkarlar küçücük köylerden da çıkarlar büyük scenalara, giderler başka kasabalara da gösterirler bizim kültürümüzü, gösterirler bizim türkülerimizi, bizim historiyamızı, adetlerimizi. Ben kısmetliyim hani var böyle genç insanlar bizde Gagauzya'da biz hodulanırız böyle insanlar nasıl sen. Ben isterim dua ederim senin hepsi çalışmaların başarılı olsunlar. Senin yolun açık olsun hem de olsun daha çok yardımcı, daha çok dayak olsun sana. Kim yardım edecek sana daha çok çıkmaz sınırı. Senin istediklerin olsunlar, aslıya çıksınlar. Senin konsertlerin olsunlar bizde Gagauzya'da çünkü tabii ki söylerim hani sen çok öyle tuşturuyorsun insanı, tuşturuyorsun bizim canlarımızı kendi energetikanından, kendi duygularından. Öyle olsun. Allah yardımcı sana olsun. Çok sağ olasınız. Başarılı yolun olsun. Tebrik ederim seni selamlarım. Hem de kutlarım. Sağ olasın. Saygılı seyirciler, stüdyomuza bugün geldi misafirimiz Tiraspol'den ama kendi Bağırçı köyünden Dima Kadın. Sağ ol. Спасибо. Gece gündüz bekledim, gözlerim yollarda kaldı ama yeşim gelmedi. İnan hiç aklımdan çıkmasın mavi gözlüm. Her zaman düşlerime gelirsin, bakarsın bana ki nazlı gülümsersin. İnan içim ateşten biter yanır. Oh oh. Yalvarırım gel de kum olsana kim beni kısmetli hadi yapsana. Hadi gözlü sevgilim seni pek sevdim. Gel yanıma gelsene bu delikanlı sevindirsene. Kendime yer bulamıyorum. Kaç gece oldu inan hiç uyamıyorum. O güzel gülüşünü unutamıyorum mavi gözlüm. Güneş gibi sıcacık o ellerini, yıldızlar gibi yalın bir kol gözlerini. O derin bakışından içim kopar. Oh oh. Yalvarırım gel de yokum olsana hem beni kısmetli hadi yapsana. Mavi gözlüm sevgilim seni pek sevdim. Gel yanıma gelsene bu delikanlı sevindirsene. Mavi gözlü sevgilim seni pek sevdim. Gel yanıma gelsene o delikanlı sevindirsene. Mavi gözlü sevgilim seni pek sevdim. Gel yanıma gelsene o delikanlı sevindirsene. Gözlü sevgilim seni pek sevdim. Gel yanıma gelsene o delikanlı sevindirsene.
уходит, оставляя тебя. Это лето, с тобой где-то, и до рассвета танцует вся планета. Это лето, с тобой где-то, и до рассвета танцует вся планета. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Скажу я да, скажу с ума, мама. Скажу я да, скажу с ума. Скажу я да. Плещут волны, меня маня за собой. Ласкает воздух, морской прибой. Это лето, с тобой где-то, и до рассвета танцует вся планета. Это лето, с тобой где-то, и до рассвета танцует вся планета. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Скажу я да, скажу с ума, мама. Скажу я да, скажу с ума. Скажу я да. Скажу я да, скажу с ума, мама. Скажу я да, скажу с ума. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Скажу я да, как люблю тебя. Скажу с ума, мама, я без тебя. Whoa!